За несколько месяцев до трагических событий в Аксе, когда площадь залило кровью протестующих, в дом Чингиза Айтматова поздним вечером пришел посетитель, которого не зарегистрировала охрана. В Киргизии существовал негласный список имен, люди, имевшие право на невидимые визиты к великому писателю, человеку, чьи слова могли поднять или уничтожить режим. Горничная слышала повышенные голоса, удары кулаком по столу. А когда посетитель ушел, Чингиз Тарикулович выглядел так, словно узнал нечто непоправимое. Его руки дрожали, когда он закуривал сигарету. Привычка, от которой отказался 10 лет назад после инфаркта. Что произошло той ночью? Какие слова заставили человека, который никогда не боялся власти, замолчать перед лицом трагедии? Эта встреча изменила не только судьбу Айтматова, но и весь ход киргизской истории 90-х годов. Чтобы понять, что случилось в ту ночь, нужно вернуться на 10 лет назад, когда Советский Союз еще стоял нерушимо, а Чингиз Айтматов был не просто писателем, но живой совестью народа. Его книги «Джамиля», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары» читали от Бишкека до Москвы. Его имя произносили с таким трепетом, словно говорили о святом. Но мало кто знал, что за этой публичной славой скрывалась другая жизнь, наполненная страхом и постоянным контролем. Спецслужбы КГБ вели на него досье под грифом «Совершенно секретно», где фиксировали каждую встречу, каждый разговор, каждое слово, сказанное в кругу друзей. Когда Айтматов получил звание Героя социалистического труда, вместе с наградой пришло и негласное правило: «Ты принадлежишь системе, и она всегда знает, где твоя семья». Его сын учился в престижном Московском институте, дочери жили в квартирах, которые дала партия, а сам он получал гонорары в десятки раз превышающие зарплату простого рабочего. Эта золотая клетка создавалась годами, кирпичик за кирпичиком, пока не стала настолько прочной, что выбраться из нее стало невозможно без потерь. Но Айтматов верил. Верил, что его талант и слава защитят его, что система не посмеет тронуть человека, чьи книги переведены на 120 языков мира. Он ошибался. Когда Советский Союз рухнул, а Киргизия обрела независимость, на политическую сцену вышел Оскар Акаев. Физик, академик, человек, который казался воплощением новой эпохи демократии и свободы. Айтматов поддержал его публично, написал статью в Центральной газете, где назвал Акаева лидером, способным вывести Киргизию в цивилизованный мир. Эта поддержка стоила дорого. Авторитет писателя был настолько велик, что его слово решало исход выборов. Акаев понимал это и с первых дней своего президентства окружил Айтматова вниманием. Приглашал на закрытые приемы, советовался по вопросам культурной политики, публично называл его «духовным отцом нации». Но за этими жестами, по словам некоторых бывших чиновников, скрывался холодный расчёт. Президентская администрация собирала досье на писателя, точно так же, как это делали советские спецслужбы. Только теперь цель была иной. Не контроль, а полное подчинение. По слухам, в архивах новой киргизской службы безопасности появилась папка с номером, который не фигурировал ни в одном реестре. А внутри неё досье на всех членов семьи Айтматова, их финансовые связи, медицинские карты, даже переписка с издателями за рубежом. Когда в начале 2000-х экономическая ситуация в стране стала критической, а люди начали выходить на улицы с требованиями отставки президента, власть искала страховку. И этой страховкой, как говорили в кулуарах, мог стать человек, чье молчание стоило дороже 1000 речей. Но как заставить молчать того, кто всю жизнь говорил правду? Как сломать человека, который пережил и сталинские репрессии, и хрущевскую оттепель, и брежневский застой? Ответ, который ходил в слухах среди оппозиции, был прост: через самое дорогое, что есть у любого отца. Весной 2002 года, когда снег в горах начал таять, а в Бишкеке воздух наполнился запахом цветущих яблонь, семья Айтматова получила приглашение на закрытый прием в президентской резиденции. Это был не просто светский визит. Такие встречи всегда означали важные переговоры, решения, которые меняли судьбы. Сын писателя, успешный бизнесмен, который вел дела с российскими компаниями, приехал из Москвы специально для этого события. Дочери, окружённые своими семьями, тоже явились, понимая, что отказ может быть воспринят как оскорбление. Айтматов чувствовал неладное. Он знал язык власти, умел читать между строк
И эта показная щедрость казалась ему подозрительной. Но отказаться было невозможно. В Киргизии того времени личная встреча с президентом считалась величайшей честью, и отвергнуть ее означало объявить себя врагом режима. Вечер прошел в атмосфере внешнего дружелюбия. Тосты за независимость, за культуру, за великого писателя, чьи книги прославили киргизский народ на весь мир. Но когда гости начали расходиться, президент попросил Айтматова задержаться, обсудить важный вопрос наедине. То, что произошло в кабинете президента в следующий час, не зафиксировано ни в одном протоколе, не записано ни на одну пленку. Существуют только косвенные свидетельства. Слова горничной, которая принесла чай и видела лицо писателя, когда он выходил, бледное, с потухшим взглядом. Существуют показания водителя, который вез Айтматова домой той ночью и слышал, как тот тихо произнес: «Теперь я понимаю, что такое настоящая власть. Это когда у тебя нет выбора». Что именно было сказано? Какие документы были показаны? Какими словами великого писателя заставили отказаться от своей совести? Один из бывших сотрудников службы безопасности, который согласился говорить только на условиях анонимности, спустя годы рассказал историю, от которой стынет кровь. По его словам, на членов семьи Айтматова было собрано досье финансового характера. Материалы о возможных нарушениях налогового законодательства, сомнительных контрактах, документах о спорных сделках. В Киргизии начала 2000-х, где правовая система была слаба, такие обвинения могли означать тюрьму, конфискацию имущества, публичный позор. Но этого, по версии источника, было мало. Писателю показали медицинские справки его жены. Она нуждалась в регулярном дорогостоящем лечении в зарубежных клиниках. Доступ к этим клиникам контролировала президентская администрация, и одно решение могло закрыть все двери. Айтматов оказался перед выбором, который не является выбором. Либо ты молчишь, когда народ взывает к тебе о справедливости, либо твоя семья платит цену за твою принципиальность. По словам того же источника, это выглядело как шантаж, выполненный не топорно и грубо, а изящно, как шахматная партия, где каждый ход просчитан на несколько шагов вперед. Власть понимала психологию писателя. Для Айтматова, который всю жизнь писал о долге, о чести, о верности своим корням, предательство семьи было немыслимо. Он мог пожертвовать карьерой, славой, даже собственной жизнью, но не мог обречь на страдания тех, кого любил больше всего на свете. И кто-то играл на этом, как виртуоз на скрипке, извлекая звуки покорности и молчания. Через несколько недель после той встречи в резиденции, когда весна уже перешла в жаркое киргизское лето, на юге страны начались волнения. Крестьяне, доведенные до отчаяния коррупцией местных чиновников и произволом правоохранителей, вышли на площадь в селе Аксы, требуя справедливости. Это была мирная демонстрация. Люди держали плакаты, пели песни, молились, надеясь, что власть услышит их голос. Но вместо переговоров из столицы пришел приказ о применении силы. То, что случилось 7 марта 2002 года, стало кровавым пятном на истории независимой Киргизии. Силовики открыли огонь по безоружным людям, площадь превратилась в бойню, а точное число погибших до сих пор остается предметом споров. Официальная версия говорит о 5 жертвах, но свидетели утверждают, что счет шел на десятки. По всей стране прокатилась волна возмущения. Люди требовали отставки президента, журналисты писали разоблачительные статьи, правозащитники кричали о преступлениях режима. И в этот момент народ ждал слова от Чингиза Айтматова, человека, чей авторитет был выше любой власти, чье мнение могло изменить баланс сил. Но писатель молчал. Он не выступил с осуждением расстрела, не написал статью в защиту погибших, не произнес речи на траурном митинге. Это молчание было оглушительным. Оно звучало громче любых слов, и люди восприняли его как предательство. Как мог великий Айтматов, который писал о страданиях простого народа, о несправедливости власти, промолчать, когда кровь его соотечественников пролилась на родной земле? Где была его совесть? Где был его гнев? Где была правда, которую он проповедовал всю жизнь? Но никто не знал, что за этим молчанием стояло. Не трусость, не равнодушие, а сделка, которую он заключил с дьяволом,
чтобы спасти тех, кого любил. В следующей неделе Айтматов жил словно в параличе. Он выходил из дома только по необходимости, избегал встреч с журналистами, не отвечал на телефонные звонки от старых друзей, которые умоляли его высказаться. Его секретарь, женщина, проработавшая с ним 20 лет, позже вспоминала. «Я видела, как он стареет на глазах. Буквально за месяц он превратился из бодрого человека в развалину. По ночам я слышала, как он ходит по кабинету и что-то шепчет. То ли молитву, то ли проклятие». Писатель понимал, что предал не только народ, но и самого себя. Все те идеалы, о которых писал в своих книгах, рассыпались в прах под тяжестью реальности. Он был заложником собственной любви к семье, и эта любовь сделала его соучастником преступления. Власть продолжала играть свою партию. Президент публично благодарил Айтматова за мудрость и сдержанность, назначил его на почетную должность посла Киргизии в нескольких европейских странах, тем самым связав писателя еще крепче. Каждая новая награда, каждое публичное признание были звеном в цепи, которой опутали великого человека. А народ, между тем, терял веру в своего кумира. Статьи о молчании Айтматова появлялись в независимых газетах. В кругах интеллигенции его имя стало синонимом предательства. Студенты жгли его книги на площадях, выражая протест против лицемерия власти. И самое страшное — писатель знал, что они правы. Он действительно предал их, выбрав личное счастье вместо общественного долга. Эта вина разъедала его изнутри, как кислота. Но он не мог ничего изменить. Сделка была заключена, и выйти из нее означало обречь семью на разрушение. Разве можно винить человека за то, что он выбрал жизнь близких вместо абстрактной справедливости? Разве не это делает нас людьми? Способность любить сильнее, чем способность быть героями. В архивах президентской администрации, которые стали доступны лишь спустя годы после падения режима, обнаружились документы, проливающие свет на всю глубину того, что произошло. По некоторым данным, среди бумаг была записка за подписью начальника службы безопасности, датированная за неделю до расстрела Ваксы, где якобы говорилось о контроле над писателем и планах действий в случае его публичных выступлений. Что именно содержалось в этих планах, до конца не ясно. Но ходили слухи о возможных санкциях против семьи. Арест сына по обвинению в экономических преступлениях, блокировка банковских счетов, запрет на выезд жены за границу для лечения. Эти 3 пункта, если они действительно существовали, были бы смертным приговором для тех, кого писатель любил больше жизни. Особенно показательной, по воспоминаниям одного из чиновников, была философия, которой руководствовалась власть. Умный человек поймет, что лучше быть живым и опозоренным, чем мертвым героем. Эта логика, если она действительно применялась, раскрывает подход диктатуры. Люди были не более чем фигурами на доске, которыми можно манипулировать по своему усмотрению. И если великий писатель, совесть нации, мог быть сломлен угрозами против семьи, то что говорить об обычных людях? Система давления, выстроенная в те годы, работала как часы. Каждый, кто имел что терять, автоматически становился заложником режима. Айтматов просто оказался самой известной жертвой, символом того, как власть превращает героев в марионеток. Но была ли у него хоть какая-то альтернатива? Чтобы понять весь масштаб трагедии, нужно заглянуть в медицинскую ситуацию его семьи. Эти документы, по слухам, хранились в специальном сейфе в администрации президента, доступ к которому имели только 3 человека. Супруга Айтматова нуждалась в регулярном дорогостоящем лечении за границей, где работали специалисты высокого уровня. Каждая поездка стоила десятки тысяч долларов, и хотя писатель мог позволить себе эти расходы благодаря гонорарам, административные барьеры для выезда контролировались президентской канцелярией. Одна подпись — и границы открыты. Отсутствие этой подписи, и человек обречен на медленное угасание. Кто-то держал эту подпись как нож у горла, и Айтматов прекрасно это понимал. В своих частных записях, которые семья опубликовала лишь после его смерти, писатель оставил душераздирающие строки. «Я предал народ, чтобы спасти одного человека. Но этот один человек для меня дороже всего мира. Прости меня, Киргизия.
я оказался слабее, чем думал. Эта исповедь, написанная дрожащей рукой на полях черновика никогда не опубликованного романа, открывает всю глубину внутренней драмы человека, разорванного между долгом и любовью. Она объясняет, почему он молчал, когда народ кричал, почему отворачивался, когда нужно было смотреть правде в глаза, почему выбрал жизнь, пусть и опозоренную, вместо смерти с чистой совестью. Дочь Айтматова, которая никогда прежде не говорила публично о тех годах, впервые согласилась поделиться воспоминаниями, и ее рассказ раскрывает изнанку трагедии, о которой не писали газеты. Она помнит, как отец вернулся домой после той весенней встречи в резиденции. Было далеко за полночь, и он прошел мимо всех, не сказав ни слова, заперся в кабинете и просидел там до рассвета. Утром за завтраком она увидела его глаза, пустые, словно что-то внутри навсегда погасло. И когда она спросила, что случилось, он лишь покачал головой и произнес одну фразу: «Теперь я знаю цену моей славы». В последующие недели семья наблюдала, как великий писатель превращается в затравленного человека. Он перестал спать нормально, бродил по дому по ночам, проверял телефоны на прослушку, шептал жене что-то на ухо, когда они оставались наедине, словно боялся, что стены имеют уши. Дочь вспоминает, как однажды отец собрал всех членов семьи и попросил никогда, ни при каких обстоятельствах, не высказываться против президента публично, не участвовать в протестных акциях, вести себя так, будто они довольны жизнью. «Я знаю, это звучит как трусость», — сказал он тогда. «Но если вы любите меня и друг друга, вы сделаете так, как я прошу». Тогда они не понимали, почему он так говорит. Думали, что это связано с возрастом, с усталостью от политики. Только много лет спустя, разбирая его личные бумаги после смерти, они нашли конверт с документами, которые объяснили всё. Копии справок о финансовых проверках сына, медицинские заключения матери, даже школьные характеристики внуков. Кто-то методично собирал досье на всю семью. Каждую мелочь, которую можно было использовать как рычаг давления. Этот конверт лежал в самом дальнем углу сейфа, спрятанный так глубоко, словно отец хотел, чтобы никто никогда его не нашел. После событий ВАКСа атмосфера в доме стала невыносимой. Дочь помнит, как к ним перестали приходить старые друзья отца, как телефон зазвонил меньше, как в глазах людей на улице появилось что-то новое, смесь разочарования и осуждения. Ее саму, преподавателя университета, студенты начали спрашивать на лекциях: «Почему ваш отец молчит? Неужели он не видит, что происходит?» Она не знала, что ответить, потому что и сама не понимала. Видела только, как он угасает день за днем, как теряет вес, как его руки трясутся, когда он читает газеты. Однажды вечером она застала его в кабинете за странным занятием. Он сжёг какие-то бумаги в камине, стоя на коленях перед огнем, словно совершал какой-то обряд. «Что ты делаешь?» — спросила она. Но он лишь покачал головой, уничтожая то, что никогда не должно было быть написано. Позже она узнала, что это был черновик статьи в защиту погибших в Аксе, статьи, которую он написал сразу после трагедии, но так и не решился опубликовать. В этой статье, по словам дочери, отец называл произошедшее преступлением против народа, требовал отставки президента и расследования. Но вечером того же дня, когда статья была готова, в дом позвонили. Она не знает, кто именно, но после этого звонка отец сжёг всё. Что именно ему сказали в той трубке? Какими словами можно заставить человека предать самого себя, уничтожить плод собственной совести? Может ли любовь к семье быть сильнее любви к правде? Один из бывших телохранителей президента, человек, который провел 20 лет в службе безопасности и видел закулисье власти, согласился говорить только при условии полной анонимности, потому что, по его словам, некоторые люди до сих пор имеют длинные руки. Он вспоминает, как его инструктировали перед каждым визитом Айтматова в резиденцию. Следить за выражением лица писателя, фиксировать, с кем он разговаривает, записывать обрывки фраз. «Мы не просто охраняли. Мы собирали информацию на всех, кто переступал порог президентского дворца», — рассказывает он. Но Айтматов был особым случаем. Существовала специальная папка, которую обновляли каждую неделю. Где он был, что говорил, кто к нему приходил. Это выглядело как охота, где добычу сначала изучают, потом окружают,
а потом загоняют в ловушку. По словам телохранителя, атмосфера вокруг писателя начала сгущаться после того, как он осмелился публично критиковать некоторые решения властей еще до событий Ваксы. Ничего серьезного, всего лишь мягкие замечания о необходимости диалога с народом. Но этого хватило, чтобы в администрации забеспокоились. Телохранитель помнит, как начальник службы безопасности говорил своим подчиненным на закрытом совещании. Старик начинает выходить из-под контроля. Нужно напомнить ему, что у каждого есть слабые места. Через несколько дней после этих слов, по воспоминаниям источника, была организована случайная налоговая проверка компании сына Айтматова, которая длилась 3 месяца и закончилась только после того, как писатель дал публичное интервью, где похвалил реформы президента. Этот же человек рассказывает о встрече, которая состоялась за неделю до трагедии Ваксы, и его слова проливают свет на механику подавления, которую власть применяла к неугодным. Айтматова вызвали в резиденцию якобы для обсуждения культурной программы. Но когда он вошел в кабинет президента, там сидели не только Акаев, но и начальник службы безопасности и прокурор. Я стоял за дверью, но слышал каждое слово, потому что голоса были громкими, вспоминает телохранитель. Писателю показывали какие-то документы, он пытался возразить, но его перебивали. Я слышал фразу «Чингис Старикулович, вы великий человек, и было бы трагедией, если бы ваша семья пострадала из-за вашей неосмотрительности». Когда он вышел, лицо его было мертвенно-бледным. Он шел, держась рукой за стену, словно мог упасть в любую секунду. Я проводил его до машины, и он вдруг повернулся ко мне и спросил: «У вас есть дети?» Я ответил, что да. Он кивнул и сказал: «Тогда вы понимаете, что есть вещи, которые важнее чести». Эти слова, по признанию телохранителя, преследовали его годами, потому что он видел в глазах писателя не слабость, а безмерную боль человека, который выбирает между двумя видами предательства. Телохранитель описывает еще один эпизод, который случился уже после Аксы, когда по стране прокатились протесты, и оппозиция требовала слова от Айтматова. В резиденцию приехал один известный общественный деятель, лидер правозащитной организации, рассказывает источник. Он требовал встречи с президентом, кричал в приемной, что народ ждет справедливости. Его, конечно, не пустили, но я слышал, как он выкрикивал: «Где Айтматов? Почему он молчит? Пусть скажет хоть слово». Вечером того же дня президент вызвал писателя и, по словам одного из присутствовавших чиновников, устроил ему разнос. Мол, твое молчание выглядит подозрительно. Люди начинают думать, что ты против режима. Писатель оправдывался, говорил, что он старый, больной, не хочет участвовать в политике. Но президент настаивал. Нужно публичное заявление в поддержку власти, иначе мы не сможем гарантировать безопасность твоей семьи в это смутное время. Через 3 дня Айтматов дал интервью государственному телеканалу, где сказал, что стабильность важнее сиюминутных эмоций, и призвал народ доверять мудрости президента. Это интервью разорвало последние нити, связывавшие его с народом. Люди восприняли его как окончательное предательство, как капитуляцию перед диктатурой. Но есть еще одно свидетельство, которое раскрывает глубину манипуляции, которой подвергся писатель. И это рассказ его личного врача, человека, который наблюдал не только физическое, но и моральное состояние пациента. После весны 2002 года Чингис Старикулович начал стремительно сдавать, вспоминает доктор. У него обострились все хронические заболевания, давление скакало, сердце работало с перебоями, но главное, он потерял волю к жизни. Он говорил мне: «Доктор, какой смысл лечить тело, когда душа мертва?» Я пытался поддержать его, говорил, что время лечит, что люди поймут, но он качал головой. «Меня уже не поймут». Я стал тем, кого всегда презирал. Человеком, который выбрал личное благополучие вместо правды. Врач рассказывает, как однажды во время осмотра Айтматов признался, что каждую ночь видит лица погибших в Аксы, слышит их голоса, которые спрашивают: «Почему ты молчал? Почему не защитил нас?» Доктор назначил успокоительные, но писатель отказывался их принимать. «Я должен помнить. Это мое наказание». По словам врача, в последние годы жизни Айтматов превратился в затворника.
Избегал общественных мероприятий, отказывался от наград, не писал новых книг, словно считал, что больше не имеет права говорить от имени народа. Чтобы понять весь масштаб психологического давления, которому подвергся Айтматов, нужно заглянуть в те места, где это давление создавалось. В резиденцию президента, здание, которое стало символом власти и одновременно местом, где ломали несгибаемых. Само здание, построенное в советские времена, представляло собой массивное сооружение из бетона и стекла, окружённое высокими стенами и охраной, где каждый уголок был под контролем камер и микрофонов. Архитектура подавления. Именно так называли это место те, кто бывал внутри. Длинные коридоры с высокими потолками, создающие ощущение малости человека. Кабинеты с массивными столами, за которыми сидели люди, решавшие судьбы страны. И особая атмосфера страха, которая висела в воздухе, словно невидимый газ. Айтматова приводили туда регулярно, и каждый раз по воспоминаниям водителя, который возил его, писатель выходил оттуда изменившимся. То бледным и молчаливым, то взволнованным и говорливым, словно пытался заглушить словами то, что услышал внутри. Особое внимание заслуживает кабинет, где происходили ключевые встречи. Помещение на 3-м этаже, окна которого выходили на горы, создавая иллюзию свободы, в то время как внутри человека медленно загоняли в клетку. Бывший помощник президента, который присутствовал на некоторых встречах, описывает эту комнату как место, где власть демонстрировала свое превосходство через каждую деталь. Кресло президента было выше кресел посетителей. На стене висел огромный портрет первого президента, словно напоминая о преемственности власти. А на столе всегда лежали папки с документами. Не для работы, а для демонстрации того, что здесь собрана информация на каждого. Когда приводили Айтматова, президент намеренно держал паузу перед началом разговора, рассказывает помощник. Писатель сидел в кресле, не зная, что его ждет, а Акаев листал какие-то бумаги, создавая напряжение. Это была психологическая игра. Показать человеку, что он неравный, что он пришедший, проситель, зависимый. Даже великий писатель в этом кабинете становился просто посетителем, ожидающим милости власти. Существует также информация о секретном помещении в подвале резиденции, куда не имели доступа даже большинство сотрудников. Архив, где хранились досье на ключевых фигур страны. По слухам, туда Айтматова водили однажды, показали его папку и папки членов его семьи, дав понять: «Всё, что вы говорите, делаете, думаете, известно власти». Один из охранников, который дежурил в том крыле здания, вспоминает: «Я видел, как старика повели вниз. Он шел уверенно, с поднятой головой, но когда через полчаса выводили обратно, он буквально волочил ноги, словно постарел на 10 лет за эти минуты. Что ему там показали, не знаю, но это было что-то, что сломало его окончательно». Архитектура подавления работала не только через физическое пространство, но и через символы. В этом подвале среди стеллажей с папками человек понимал, что его жизнь — всего лишь документ в архиве, который можно открыть, прочитать, использовать или уничтожить по желанию власти. После каждого такого визита в резиденцию Айтматов возвращался домой другим человеком. Словно частичка его души оставалась там, в том кабинете, в том подвале, среди тех папок с досье. Семья наблюдала, как он угасает, как молчание, которое он хранил, съедает его изнутри, превращая великого писателя в тень самого себя. И каждый раз, когда кто-то из близких пытался заговорить с ним о происходящем, он лишь повторял одну фразу: «Я сделал то, что должен был сделать. Пусть история судит меня». Но история, как известно, судит жестоко, и вопрос остается открытым. Можно ли оправдать молчание перед лицом трагедии, если это молчание куплено ценой безопасности любимых людей? Разве не каждый из нас на месте Айтматова сделал бы то же самое? Выбрал бы жизнь семьи вместо абстрактной чести? Или существует черта, которую нельзя переступать, даже если на кону всё, что тебе дорого? Ответа нет. Но боль, которую испытывал этот человек до конца своих дней, говорит громче любых слов. Предательство себя не прощается, даже если оно совершено из любви.
В архивах Службы национальной безопасности Киргизии хранилось досье с кодовым номером, который не фигурировал ни в одном официальном реестре. Папка настолько секретная, что о ее существовании знали только 4 человека в стране. Внутри нее находились документы, способные разрушить репутацию любого, кто осмелился бы бросить вызов режиму. Финансовые справки о зарубежных счетах семьи Айтматова, копии контрактов сына с российскими компаниями, медицинские заключения о состоянии здоровья жены писателя, даже школьные характеристики внуков с пометками о их политических взглядах. Эта папка появилась не случайно. Ее начали собирать сразу после того, как Айтматов в одном из интервью осмелился сказать, что власть должна слушать народ, а не диктовать ему волю. Фраза прозвучала мягко, почти незаметно. Но в президентской администрации ее восприняли как предупреждающий сигнал. Старик начинает выходить из повиновения. Тогда и был отдан приказ собрать на него все, что можно, превратить его биографию в оружие, которое можно будет использовать в нужный момент. Кто отдал этот приказ? Кто координировал сбор информации? Кто решил, что великий писатель должен стать заложником собственной славы? По словам бывшего аналитика спецслужб, который работал с секретными досье в те годы, система контроля над неугодными строилась по чёткому алгоритму. Сначала выявляли слабые места — семью, финансы, здоровье. Затем собирали компромат, пусть даже надуманный. А потом использовали эту информацию как рычаг давления. Досье Айтматова было образцовым по полноте. Там нашлось место даже для документов о том, что его сын якобы уклонялся от налогов, хотя проверки не выявили никаких нарушений. Этот человек вспоминает, как начальник отдела говорил подчиненным на закрытом совещании: «Нам не нужны реальные преступления. Нам нужны бумаги, которые выглядят как доказательства. Этого достаточно, чтобы человек понял, мы можем разрушить его жизнь в любой момент». Философия была проста и цинична. Каждый имеет скелеты в шкафу, а если их нет, их можно создать. Айтматов, человек публичный, с большой семьей и международными связями, был идеальной мишенью. У него было что терять, и это делало его управляемым. Но аналитик помнит и другое, как после событий в Ваксе, когда писатель публично промолчал, в архив пришло распоряжение изъять папку из общего доступа и передать ее лично президенту. С тех пор никто, кроме узкого круга, не видел этих документов. Что случилось с ними после падения режима? Кто уничтожил улики? И главное, что именно содержалось в тех страницах, которые заставили великого человека предать собственные идеалы? Существует версия, озвученная одним из бывших сотрудников президентской канцелярии, что ключевым документом в досье была медицинская справка о состоянии здоровья супруги Айтматова. Диагноз серьезный, требующий постоянного наблюдения зарубежных специалистов и дорогостоящего лечения. Власть контролировала процесс выдачи разрешений на выезд за границу, и одна подпись чиновника могла решить, получит ли женщина необходимую помощь или останется без нее. По словам этого источника, писателю прямо сказали: «Мы не хотим причинять вам боль, Чингис Тарикулович. Но вы должны понимать, если вы будете мешать стабильности, мы не сможем гарантировать, что ваша семья получит ту поддержку, в которой нуждается». Эти слова, обернутые в вежливую форму, были по сути угрозой, и писатель прекрасно это понял. Чиновник вспоминает, как Айтматов сидел в кресле, сжав руки в кулаки, и молчал. Молчал так долго, что в кабинете повисла тягостная тишина. Потом он медленно поднялся, кивнул и вышел, не сказав ни слова. Это молчание, по воспоминаниям присутствовавшего, было красноречивее любых клятв. Писатель принял условия игры, в которой ему не дали выбора. Но кто был автором этой игры? Кто придумал схему шантажа, которая превратила совесть нации в безмолвную марионетку? В узких кругах оппозиционеров ходили слухи о существовании целой группы людей, ответственных за работу с неугодными интеллектуалами. Теневой отдел, который не значился ни в одной организационной структуре, но выполнял грязную работу режима. По данным одного правозащитника, который собирал информацию о репрессиях, в эту группу входили специалисты по психологии, финансовые аналитики, юристы и сотрудники спецслужб. Своего рода команда профессионалов по ломке неугодных. Их задачей было не физическое уничтожение, а моральное подавление. Найти рычаги давления, спланировать операцию,
довести человека до состояния, когда он сам откажется от сопротивления. Айтматов стал одной из их целей после того, как начал осторожно критиковать власть. Правозащитник утверждает, что у него есть свидетельства, записи телефонных разговоров между членами этой группы, где обсуждаются методы воздействия на писателя, планы встреч, даже черновики текстов угроз. Эти записи, если они существуют, до сих пор не обнародованы. Человек боится за свою жизнь, потому что некоторые члены той группы, по его словам, до сих пор занимают высокие посты в новой власти. Кто эти люди? Почему они не понесли ответственности за то, что сделали? И самое главное, сколько еще таких историй скрывается за фасадом официальной версии событий? Связь между людьми, которые контролировали судьбу Айтматова, раскрывается через анализ карьерных траекторий чиновников того времени. Начальник службы национальной безопасности, который курировал сбор компромата, был личным другом президента еще со студенческих лет. Прокурор, присутствовавший на ключевой встрече с писателем, получил свою должность благодаря прямому назначению из президентской администрации. Советник по культуре, который якобы координировал диалог с интеллигенцией, имел репутацию человека, способного найти подход к любому, через лесть, угрозы или шантаж. Эти трое, по мнению независимых наблюдателей, составляли ядро той самой теневой группы, которая решала, кому можно говорить правду, а кого нужно заставить замолчать. Они встречались регулярно, за закрытыми дверями, без протоколов и свидетелей, обсуждали проблемных личностей и разрабатывали стратегии их нейтрализации. Айтматов был в списке проблемных с самого начала. Его авторитет был слишком велик, чтобы игнорировать его, но и слишком опасен, чтобы позволить ему критиковать режим. Решение было найдено — не уничтожать, а приручить, превратить из потенциального противника в молчаливого союзника. И этот план сработал. Писатель замолчал, а его молчание стало лучшей рекламой всесилия власти. Мотивы тех, кто стоял за этой операцией, становятся понятнее, если посмотреть на контекст. Страна находилась на грани социального взрыва. Народ терял веру в президента, а любое слово авторитетного человека могло стать спичкой, поджигающей пороховую бочку. Айтматов, высказавшийся против расстрела Ваксы, мог спровоцировать массовые протесты, требования отставки, возможно, даже революцию. Власть это понимала и действовала на опережение. Лучше один сломленный писатель, чем сотни тысяч протестующих на площадях. Эта логика, холодная и прагматичная, объясняет жестокость методов. Речь шла на личной мести, о сохранении режима любой ценой. Один из экономических советников президента, который наблюдал события изнутри, позже признался журналистам. «Мы знали, что поступаем неправильно. Но альтернативой был хаос, и мы выбрали стабильность». Айтматов стал жертвой этого выбора, но не единственной. Таких жертв были десятки. Эти слова раскрывают циничную философию режима. Для общего блага можно пожертвовать отдельными людьми, даже если эти люди — национальные герои. Но кто решает, что есть общее благо? Кто имеет право ломать судьбы во имя абстрактной стабильности? И главное, кто был тем главным архитектором этой системы? Человеком, который координировал все нити заговора против совести народа. За 15 лет правления Акаева Чингис Айтматов постарел не просто на количество прожитых дней, но на целую эпоху. Его лицо, которое еще в конце 80-х светилось энергией и верой в будущее, к концу жизни стало маской усталости и разочарования. Старые фотографии показывают мужчину с живыми глазами, прямой спиной, улыбкой, которая вдохновляла миллионы. Поздние снимки — это портрет тени. Сутулившиеся плечи, потухший взгляд, морщины, прорезавшие лицо, как шрамы невидимых ран. Старые друзья, встречавшие его после долгих перерывов, не узнавали человека, с которым когда-то делили мечты о свободной Киргизии. Один из его университетских товарищей вспоминает встречу через год после трагедии Ваксы. «Передо мной стоял старик с потухшими глазами, который с трудом узнал меня. Мы сидели за чаем, но когда я осмелился спросить, почему он не высказался по поводу расстрела, он посмотрел на меня так, будто я ударил его ножом в спину. «Ты не понимаешь», — прошептал он и вышел из комнаты.
Физическое угасание было лишь внешним проявлением внутреннего распада. Человек, который всегда черпал силы в своей правде, теперь не имел этого источника и медленно умирал от его отсутствия. Медицинские карты фиксировали хронический стресс, переходящий в депрессию. Бессонница, потеря аппетита, приступы тахикардии, мигрени, которые длились по нескольку дней. Личный врач записал в дневнике: пациент утратил волю к жизни, на вопрос о планах на будущее отвечает: «Какое будущее? Я уже мертв». Изоляция стала следующим этапом. Писатель оборвал связи с друзьями, проводил дни в кабинете, окружённый книгами, которые больше не читал. Окна были завешаны шторами, телефон молчал, приглашение на литературные фестивали он разрывал со словами: «Я не заслуживаю наград, я заслуживаю забвения». А в это время те, кто сломал его, процветали, богатели, укрепляли власть, строили империи на молчании совести нации. Каждое новое медицинское заключение напоминало ему о том, кто держал его жизнь в руках, и эта зависимость разъедала сильнее любой болезни. Паранойя медленно поселялась в его сознании. Он начал подозревать, что за ним следят, что телефоны прослушиваются, что даже в собственном доме нет безопасного места. Горничная рассказывала, как он ходил по комнатам, проверяя углы, заглядывая за мебель, словно искал скрытые камеры или микрофоны. Однажды он попросил сына проверить дом на наличие жучков. И когда специалисты не нашли ничего, писатель не успокоился, а лишь сказал: «Значит, они используют технологии, которые мы не можем обнаружить». Семья пыталась убедить его, что это иррациональные страхи, но он не слушал. Для него весь мир превратился во враждебное пространство, где каждый мог быть информатором, каждое слово — доносом. Он перестал обсуждать с близкими что-либо важное, переходил на шепот, когда речь заходила о политике. Записывал мысли в блокнот, который потом сжигал. Эта паранойя была, возможно, не совсем безосновательной. Власть действительно держала его под контролем. Но он довел это знание до абсурда, превратив свою жизнь в существование затравленного зверя, который видит опасность в каждой тени. Был ли он прав, подозревая всех вокруг? Или это был лишь способ оправдать собственное молчание, переложив ответственность на внешние обстоятельства? Мог ли человек, столько лет живший под прицелом власти, сохранить здравомыслие? Или паранойя была неизбежной ценой за выживание в системе тотального контроля? После падения режима, когда Оскар Акаев бежал из страны, спасаясь от гнева народа, началась инвентаризация того, что осталось от его правления. Разоренная экономика, коррупция на всех уровнях, сотни политических заключенных и, что самое важное, несколько человек, которые вышли из этой катастрофы обогащенными и влиятельными. Один из них особенно выделялся на фоне общей разрухи. Бывший помощник президента по экономическим вопросам. Человек, который при режиме занимал скромную должность, а после его падения внезапно оказался владельцем крупнейших предприятий страны — банков, медиакомпаний. Его состояние, по оценкам экспертов, выросло в десятки раз за короткий период. И этот рост совпал с периодом максимального давления на неугодных, включая Айтматова. Совпадение? Или здесь кроется ответ на вопрос, кто был истинным бенефициаром той системы шантажа и контроля? Экономический след ведет к серии приватизационных сделок, проведенных в начале 2000-х, когда государственная собственность массово переходила в частные руки по подозрительно низким ценам. Этот человек, имя которого фигурирует в десятках контрактов, получил доступ к активам через механизм, который правозащитники называют организованным грабежом. Компании оценивались в разы ниже реальной стоимости. Тендеры проводились с заранее известными победителями. А те, кто пытался конкурировать, сталкивались с административными препятствиями или прямыми угрозами. Следственные органы новой власти пытались разобраться в этих сделках, но наткнулись на стену молчания. Документы исчезли, свидетели отказывались давать показания, а ключевые фигуры покинули страну. Один из следователей, работавший над делом о коррупции в высших эшелонах, рассказал: «Мы нашли связь между этим человеком и операциями по контролю над интеллигенцией. Он финансировал теневой отдел, который занимался работой с неугодными и получал за это политические и экономические дивиденды. Айтматов был лишь одной из целей, но самой значимой. Его молчание легитимизировало режим, а легитимный режим позволял продолжать грабеж».
Эта версия, если она верна, раскрывает циничную логику власти. Писателя сломали не ради абстрактной стабильности, а ради вполне конкретных денег и влияния. Политический след не менее показателен. После падения Акаева этот человек не пострадал, не был привлечен к ответственности, более того, вошел в окружение новой власти, став одним из главных спонсоров реформ. Как такое возможно? Как человек, ответственный за репрессивную машину старого режима, смог остаться на плаву и даже усилить свое влияние? Ответ лежит в механизме преемственности. Новая власть нуждалась в финансовых ресурсах, а этот человек контролировал значительную часть экономики. Сделка была заключена молча, без публичных деклараций. Он получает неприкосновенность в обмен на финансовую поддержку. Оппозиционные журналисты писали об этом, но их голоса тонули в общем хоре разговоров о демократии и реформах. Один из них, рискнувший напрямую назвать имя и обвинить человека в соучастии в подавлении свободы слова, исчез при загадочных обстоятельствах. Официальная версия говорила о несчастном случае, но коллеги не верили. Этот случай показал, новая власть также зависима от старых структур, как старая зависела от их предшественников. Круг замкнулся, и главный злодей остался безнаказанным, более того, процветающим. Куи боно? Кому выгодно? Этот древний вопрос раскрывает истину, которую не хотят признавать официальные историки. Айтматова заставили замолчать не из страха перед народным восстанием, а из желания сохранить экономическую и политическую монополию. Писатель, выступивший против расстрела Ваксы, мог спровоцировать расследование, а расследование вскрыло бы коррупцию, а коррупция привела бы к арестам тех, кто наживался на разорении страны. Цепочка была выстроена так, что молчание одного человека защищало состояние десятков. Он был не просто символом, а ключевым элементом системы. Пока совесть нации молчит, народ не верит в возможность перемен, а значит, власть может продолжать грабеж безнаказанно. Экономисты, анализировавшие активы главных фигур режима, выявили прямую корреляцию. В годы максимального подавления свободы слова происходил максимальный рост состояния элиты. Айтматов был жертвой этой схемы, но его жертва приносила прибыль конкретным людям, которые до сих пор не понесли ответственности. Кто они? Почему их не судят? Почему правда о том, кто стоял за операцией по уничтожению совести народа, до сих пор скрыта в архивах, доступ к которым закрыт? Существует документ, копия которого якобы хранится у одного из западных правозащитных фондов. Служебная записка, датированная за месяц до событий Ваксы, где обсуждается необходимость обеспечить молчание ключевых общественных фигур в случае эскалации протестов. В записке упоминается имя Айтматова, а также конкретные меры воздействия. Использовать семейные обстоятельства, медицинские потребности супруги, финансовые связи сына. Документ не подписан, но эксперты по почерку утверждают, что он написан человеком из ближайшего окружения президента. Если эта записка подлинная, а многие правозащитники уверены в ее аутентичности, она доказывает. Операция по подавлению писателя была спланирована заранее, как часть большой стратегии по предотвращению революции. И главным бенефициаром этой стратегии был не президент лично, а группа людей, контролировавших финансовые потоки и использовавших политическую власть для личного обогащения. Эти люди до сих пор живы, до сих пор влиятельны, до сих пор безнаказаны. А память об Айтматове, сломленном их волей, служит напоминанием. В Киргизии не было справедливости тогда, и нет ее сейчас. Семья писателя, получившая доступ к части архивов после его смерти, обнаружила письмо, которое Айтматов написал, но никогда не отправил, адресованное тем, кто придет после меня. В нем он признается: «Я знаю, кто стоял за всем этим. Я знаю имена, лица, схемы. Но я не могу их назвать, потому что они все еще у власти, и они все еще могут причинить боль моей семье. Пусть история рассудит их, а меня простит за молчание». Это письмо, по словам дочери, было найдено в запечатанном конверте с пометкой «Вскрыть после моей смерти». И когда они его прочитали, поняли. Отец знал правду, но выбрал безопасность близких вместо справедливости. Он унес с собой в могилу имена тех, кто разрушил его жизнь. И теперь эти имена остаются тайной,
которую, возможно, никогда не раскроют. Но вопрос остается: ответит ли кто-то за то, что было сделано с великим писателем? Понесут ли наказание те, кто превратил совесть нации в инструмент собственного обогащения? Или они останутся безнаказанными, как остаются безнаказанными те, кто творит несправедливость во имя власти и денег? Впервые за 18 лет человек, который был личным секретарем Чингиза Айтматова в последние годы его жизни, согласился говорить перед камерами. Эта женщина, которая видела писателя каждый день, читала его неопубликованные записи, слышала телефонные разговоры, хранила молчание все эти годы из страха и верности памяти. Сейчас, когда ей уже за 70, она решила рассказать правду. Не из желания мести, но из потребности освободиться от груза, который давит на совесть почти 2 десятилетия. То, что она говорит о последних месяцах жизни Айтматова, переворачивает все представление о том, кем был этот человек в конце пути. Она помнит каждую деталь, каждый его вздох, каждое слово, каждый взгляд, в котором читалась невыносимая боль. Эксклюзивное свидетельство, от которого замирает сердце. Секретарь рассказывает, как за 3 месяца до того, как жизнь писателя оборвалась, в его кабинет доставили конверт без обратного адреса. Она принесла почту, как обычно, положила на стол, но он увидел этот конверт и побледнел так, словно увидел призрак. Руки его задрожали, когда он вскрывал бумагу. Внутри была фотография. Она не видела, что именно, но слышала, как писатель застонал и закрыл лицо ладонями. Потом он сжёг фото в пепельнице, не сказав ни слова. Секретарь не посмела спросить, что это было, но ночью услышала, как он плакал в кабинете. Впервые за все годы работы она слышала, как этот сильный человек рыдает, как ребенок. Через неделю он попросил ее уничтожить все черновики статей, которые писал в течение года. Там были тексты о справедливости, о долге власти перед народом, о трагедии Ваксы. Она умоляла его не делать этого, говорила, что эти слова нужны людям, но он покачал головой. «Я уже не имею права говорить от имени народа», — произнес он тихо. «Я предал их доверие, и эти тексты — лишь лицемерие. Пусть они сгорят, как сгорела моя честь». Она плакала, сжигая эти страницы в камине, понимая, что уничтожает последние крохи правды, которую писатель пытался донести. А он стоял у окна, глядя на горы, и она видела, как слезы катятся по его щекам. Секретарь вспоминает последний разговор, который состоялся за неделю до его ухода. Айтматов вызвал ее в кабинет и передал запечатанный конверт с надписью «Для семьи», «Открыть после моей смерти». Он попросил хранить его в тайне, не говорить никому о его существовании. Когда она взяла конверт, он вдруг схватил ее за руку и прошептал с отчаянием в голосе: «Скажи им, что я любил их больше, чем собственную душу. Скажи, что я выбрал их жизнь, а не свою честь. И пусть простят меня за это». Она кивнула, не понимая тогда всей глубины этих слов. Но сейчас, спустя годы, они звучат как приговор человеку, который пожертвовал всем ради любви. Что было в том конверте? Почему великий писатель просил прощения у своей семьи? Разве любовь может быть грехом, требующим искупления? Или существуют ситуации, когда даже самая чистая любовь становится соучастием в преступлении? Последние месяцы жизни Чингиза Айтматова были похожи на медленное умирание. Не тела, хотя и оно слабело с каждым днем, а духа, который когда-то горел так ярко, что освещал путь целому народу. Он перестал выходить из дома, отказывался от визитов врачей, не отвечал на письма издателей, которые просили новые рукописи. Дочь вспоминает, как пыталась уговорить его поехать на лечение за границу. Там были лучшие специалисты, возможность продлить жизнь. Но он отказался категорически. «Какой смысл продлевать существование, когда жизнь уже закончилась?» — ответил он ей тогда. Семья не понимала, что он имеет в виду, думала, что это депрессия, возрастная усталость, но писатель понимал нечто другое. Каждый прожитый день был пыткой, напоминанием о том, что он предал. Он видел лица погибших Ваксы в своих снах, слышал их голоса, которые спрашивали: «Почему ты молчал, когда мы умирали?» Бессонница стала постоянной спутницей. Он бродил по дому по ночам, включал свет в кабинете, садился за стол, брал ручку, пытался написать хоть слово, но рука не слушалась.
Горничная находила листы бумаги, исписанные одной фразой, повторенной десятки раз. «Прости меня, прости меня, прости меня». Один из последних визитёров был старый друг, писатель, с которым Айтматов учился в литературном институте в Москве. Они не виделись несколько лет, и когда друг вошел в дом, он ужаснулся. Перед ним сидел не тот бодрый, полный жизни человек, которого он помнил, а измождённая тень. Они говорили о прошлом, о книгах, о молодости. Потом друг осмелился спросить о том, что мучило всех. «Почему ты молчал после Аксы?» Айтматов долго смотрел в окно, потом произнес: «Я сделал выбор между семьей и народом. Кто-то скажет, что это трусость. Может быть, они правы. Но когда перед тобой стоит выбор, жизнь тех, кого ты любишь, или твоя честь, ты выбираешь любовь. Даже если это означает потерять себя». Друг не знал, что ответить, и они просидели в молчании до вечера. После того визита Айтматов написал последнее стихотворение. Короткое, всего 4 строки, которые семья обнаружила в его записной книжке после смерти. «Я выбрал жизнь вместо правды, любовь вместо чести, молчание вместо крика. Теперь я понимаю, иногда жить труднее, чем умереть героем». Эти строки, написанные дрожащей рукой, стали его эпитафией. Признанием человека, который понял цену своего выбора слишком поздно, когда изменить уже ничего было нельзя. Мог ли он поступить иначе? Существовал ли вариант, в котором он спас бы и семью, и свою душу? Или перед ним действительно стоял выбор без правильного ответа? Дилемма, которая обрекала на страдание любой вариант решения. Последние часы жизни Чингиза Айтматова прошли тихо, почти незаметно, словно сама судьба решила пощадить измученного человека и забрать его без боли. Утром того дня он проснулся рано, как всегда, вышел на террасу, смотрел на горы, которые любил всю жизнь. Жена принесла ему чай. Они сидели молча, держась за руки. Потом он сказал ей: «Я устал. Очень устал. Хочу отдохнуть». Она кивнула, понимая, что речь идет не о физической усталости. Он попросил ее собрать всю семью вечером, сказал, что хочет увидеть всех вместе. Она испугалась этих слов. Почувствовала, что что-то не так. Но он улыбнулся, той редкой, теплой улыбкой, которой не было уже много лет. Днем он сидел в кабинете, перебирал старые фотографии. Молодость, первые книги, встречи с читателями, награды. На одной фотографии он стоял на площади, окружённый тысячами людей, которые пришли послушать его речь. Тогда, в 80-х, он верил, что слово может изменить мир. Теперь он знал, слово может и уничтожить, если оно не произнесено вовремя. Он долго смотрел на ту фотографию, потом аккуратно положил ее в ящик стола. Туда же отправил записную книжку с последними стихами. Туда же конверт с письмом семье, который писал несколько месяцев. Вечером собралась вся семья. Дети, внуки, близкие. Он сидел в кресле, окружённый любимыми людьми, и говорил с ними о простых вещах. О погоде, о планах внуков, о яблонях в саду. Никто не понимал, что это прощание. Он обнимал каждого, долго смотрел в глаза, словно запоминал черты лиц. Когда все разошлись, он остался наедине с женой. Они говорили до глубокой ночи. О прожитых годах, о любви, о том, что было правильным и неправильным. Она плакала, он утешал ее, гладил по волосам, шептал: «Всё будет хорошо». Ночью он не спал, сидел у окна, смотрел на звезды. Горничная, которая дежурила в доме, видела свет в его кабинете до рассвета. Утром она принесла завтрак, но он лежал в кресле, закрыв глаза, словно заснул. Лицо его было спокойным, почти умиротворенным. На столе лежала открытая книга, его первый роман «Джамиля». На полях последней страницы он написал карандашом одну фразу: «Я верил в правду всю жизнь, но в конце выбрал любовь». Эти слова стали его последним посланием миру, признанием человека, который понял, что истина бывает сложнее, чем идеалы, и что иногда предательство принципов есть высшая форма верности тем, кого любишь.
Когда семья обнаружила его, они нашли в ящике стола тот самый конверт. Внутри было письмо, где он объяснял все: шантаж, угрозы, выбор между их безопасностью и своей честью. Он просил прощения за молчание, но не за решение защитить их. Дочь читала это письмо сквозь слезы, понимая, какую цену заплатил отец за их спокойную жизнь. В конце письма была приписка: «Я не герой. Я просто отец, который не смог рискнуть жизнью своих детей ради абстрактной справедливости. Судите меня как хотите, но знайте, я любил вас больше, чем собственную душу». В тот же день, когда новость о его уходе облетела страну, в архивах президентской администрации произошло странное событие. Ночью в здание проникли неизвестные, вскрыли сейф, где хранились особо секретные досье, и исчезли с несколькими папками. Охрана обнаружила взлом только утром. Среди пропавших документов, по неофициальным данным, было досье под кодовым номером, которое вели на Чингиза Айтматова. Кто забрал эти документы? Что в них содержалось? Кто хотел, чтобы правда навсегда осталась похороненной вместе с писателем? Эти улики, которые могли бы раскрыть всю правду о шантаже, исчезли без следа, словно кто-то очень могущественный решил стереть последние доказательства преступления против совести народа. Следствие зашло в тупик. Камеры были отключены, свидетелей не было, а власть заявила, что это дело не приоритетное. Но вопрос остается: что именно содержалось в тех страницах? Какие имена? Какие доказательства? И главное, почему их уничтожили именно в день смерти человека, который знал всю правду, но не решился ее рассказать? После ухода Чингиза Айтматова его семья столкнулась с волной противоречивых чувств со стороны общества. Одни считали писателя предателем, трусом, который промолчал в самый важный момент. Другие, узнав из опубликованного письма о шантаже, начали понимать: он был не соучастником режима, а его жертвой. Дочь писателя, опубликовавшая отцовские записи через год после его смерти, стала мишенью для критики. Ее обвиняли в попытке обелить память предателя. Но она продолжала говорить правду, рассказывая о том, через что прошла семья, о том, какую цену заплатил отец за их безопасность. Постепенно общественное мнение начало меняться. Люди осознали, что трагедия Айтматова была трагедией всей нации, где каждый мог оказаться перед таким же выбором. Судьба тех, кто стоял за шантажом, сложилась по-разному. Бывший президент Оскар Акаев бежал из страны после тюльпановой революции в 2005 году. Нашел убежище в России, где живет до сих пор, дав несколько интервью, в которых отрицает любое участие в подавлении свободы слова. Начальник службы национальной безопасности тех лет скончался при невыясненных обстоятельствах через 3 года после падения режима. Официальная версия говорила о сердечном приступе, но близкие подозревали, что его убрали как неудобного свидетеля. Экономический советник, который, по слухам, был главным бенефициаром системы шантажа, процветает до сих пор. Владеет крупнейшими активами в стране, входит в список богатейших людей региона, спонсирует благотворительные проекты, покупая себе репутацию филантропа. Ни один из них не понес реального наказания. Ни один не был привлечен к ответственности за то, что сделали с Айтматовым и сотнями других людей, чьи судьбы были сломаны машиной подавления. Страна изменилась после тех событий, но не так радикально, как хотелось бы. Коррупция осталась, смена власти привела лишь к смене лиц, но не системы. Механизмы контроля над неугодными стали более изощренными, шантаж более скрытым, но суть осталась прежней. Молодое поколение, которое не помнит времен Айтматова, читает его книги в школах, но не знает истории его молчания. Власти предпочитают говорить о писателе как о национальном достоянии, умалчивая о том, как его сломали. Памятники стоят, улицы названы его именем, но правда о том, что с ним сделали, до сих пор остается неудобной темой. Семья писателя хранит его архив, записи, письма, черновики уничтоженных статей, восстановленные по памяти. Они надеются, что однажды эти документы станут основой для настоящего расследования, которое назовет имена виновных и вернет честное имя Айтматову. Но пока архивы закрыты для широкой публики, семья боится, что обнародование всех фактов может поставить под угрозу их безопасность. Потому что те люди, которые стояли за шантажом, их наследники и преемники,
до сих пор контролирует значительную часть власти и ресурсов в стране. Но главный вопрос остается открытым и продолжает мучить всех, кто изучает эту историю. Кто на самом деле отдал приказ сломать Чингиза Айтматова? Кто был тем человеком в тени, который координировал операцию по превращению совести нации в молчаливого заложника? Был ли это лично президент, или кто-то из его окружения действовал самостоятельно, преследуя собственные цели? Существует ли где-то тот самый документ, записка, протокол совещания, где было принято решение заставить писателя замолчать любой ценой? И главное, почему досье на Айтматова исчезли в день его смерти? Кто настолько боялся правды, что решил уничтожить последние улики преступления? Эти вопросы остаются без ответа, потому что те, кто знает правду, молчат, а те, кто пытается ее найти, сталкиваются с глухой стеной. Но история, как известно, рано или поздно расставляет все по местам. И, возможно, когда-нибудь, через десятилетия, откроются архивы, заговорят последние свидетели, всплывут документы, которые сейчас считаются утраченными навсегда. И тогда мы узнаем всю правду о том, кто и почему сломал последнего великого писателя Киргизии. А до тех пор его трагедия остается напоминанием о цене молчания, о силе любви, которая может быть сильнее принципов, и о системе, где даже величайшие умы становятся заложниками тех, кто держит власть.